Я отсидел 17 лет за убийство, которое не совершал. Конечно, за 17 лет я слишком много набегалась. И, конечно, освобождение мужа для меня очень даже важно. Даже, я им скажу, и эмоционально, и физически. То есть, ну, конечно, я рада, что он вышел, потому что, как говорится, столько лет – это ужас. Но устала, я очень устала за этих 17 лет. Говорит, что вчера там возле Мастиш, деревни Мастиши, в лесу, застрелили егеря. Вот у нас все предположения, что это ваша работа. Вам от этого убийства отвертеться никак не получится. Вам надо или брать все на себя, тогда вы останетесь живы. А не так вас расстреляют, так как вы убили егеря при исполнении служебных обязанностей. Я вот не выглас, там, как-то он сказал, то ли помощник президента, то ли кого. И вот я в первый раз услышал эту фамилию Невыглас. Ну, во-первых, чтобы знали люди, что на самом деле, что в нашей стране ты можешь ничего не совершить, а можешь вот попасть вот в такую ситуацию. И где в этом, и там, где если преступление совершено какими-нибудь, можно сказать, сотрудников правоохранительных органов, там любых, то есть тех, у кого есть власть. То есть это всегда преступление можно списать на совершенно обычного человека. Посылками, передачами и всеми, и медикаменты присылала, и все такое. Но видите, как сдвига по этому делу никто ничего не может сделать. Потому что они мне прямо сказали, что мы прекрасно знаем, что ты невиновен, но Невыгласа мы судить не будем. А кто-то должен сидеть. Вот и сиди. И сказали, что не пиши, ничего никто не пересмотрит. Будешь сидеть. Помощник прокурора приходит ко мне там и уже еще дает такой расклад, такую инструкцию, такую информацию, что вот все, вы берете это на себя, и мы вам, как обещал вам Невыглас, 2 года условного дадим за неосторожное убийство. Вот. Ну, говорит, сейчас поедем на следственный эксперимент, и вы все расскажете так, как оно было. Ну, и они мне инструктируют все подробно, как надо себя вести, какие будут вопросы задавать, что мне отвечать и все такое. Приехали мы на этот участок, где от леса до этого места, где было совершено убийство. Ну, они мне все проинструктировали, говорят, ты бери карабин вот так вот под мышку, дали мне палку сюда, какую-то ореховую вырезали. И ты вот держи этот, как вроде бы то карабин. Вот, ну я иду, так и, как уже говорено, они задают, я рассказываю, что вот тут я так шел, так. И карабин нес на изготовке, дошел до перекрестка, до дороги. И здесь из кустов выскакивает человек с окриком «Стой, милиция!». И я выстрелил, это они так мне диктуют, что ты говори, я выстрелил, человек упал, после этого я скрылся. Я говорю, так подождите, тут человек упал. Во-первых, я не видел ни человека, никого, потому что темень была. Я говорю, так, ну все-то вроде бы так, но я конкретно не буду такого говорить, потому что я человека и не видел, и
и не стрелял, и не видел, как он падал. Как я могу сказать? Это получается, что кто ее знает. Ну, тут я уже не верю вашим словам, что вы хотите эти два года условного дать. Тут вдруг какая-то ловушка такая, что конкретно тут посадят как за умышленное убийство. Я им так и сказал на этом, что я не видел ни человека, не стрелял, ни как он падал. И все, состоялся суд. Ну и выносят постановление мне, что 17 лет. И вот с 17 я отсидел, ну не досидел до конца, я уже говорил, что 115 дней. Короче, 3 месяца и 25 дней не досидел, что по приговору, потому что день за полтора посчитали. Ой, город как поменялся. Я вообще даже не знаю, как. Я сначала это как-то так, ну, город очень красивый, все, но я не могу тут жить. Я отсюда уеду куда-нибудь. Я лучше землянку выкопаю в лесу и буду жить в землянке, чем в этом городе. Честное слово. Я не могу к этому адаптироваться, привыкнуть. Я не знаю, как плиту включить электрическую. Там все на кнопках, там черт ты знаешь, что там за система. Это телефон, да я ее не беру в руки и брать никогда не буду. Пошли такие телефоны, что кто ее знает, куда ни зайди, люди с подъема до отбоя только там в этом телефоне роются, что-то они делают. А мне это страшно. Мне страшно было, действительно страшно было выходить за ворота этой тюрьмы. Ну этот простой с кнопками, ну зайти туда в него, что-то найти, позвонить. О, сынуля звонит. Сынулечка, привет, мой малый. А вот, сынок, интервью даю. Да, сынок. Рассказывай ты что-нибудь. А? Я не знаю, что такое интернет, и не знаю, как им пользоваться, и не стремлюсь к этому, и никогда не буду, и не полезу в него. Так, сына телефон. Сейчас, а как-то... он уже заблокировался. Сейчас вот на это нажмем. Выскакивает календарь. Вот как? Мне надо сына телефон, а тут календарь выскочил. И как его найти? Я не знаю, куда тут дальше лезть. Вызывает меня майор Захаревич. Вызывает вроде бы на лекцию, но с любой лекции я возвращался уже с рапортом. Уже мне опять или ШИЗО давали, или выговоры, или свидание лишали. Вот они так смотрели, чтобы как свидание подходит, вот должна уже жена приехать, чтобы я ничего не рассказал. Они мне найдут причину, 100 причин найдут, чтобы лишить свидания. Но этот Захаревич выводит на лекцию. Так, Петр Константинович, я вас хочу предупредить, что вы не думайте, что вы 12-12-21 освободитесь по концу срока. Вы не забывайте, что еще есть статья 411, которую мы можем в любой момент применить к вам. Ну и все, поговорили так, поговорили. И выходим. Появляется рапорт, что я зашел, не поздоровался, не представился, начал грубить, выражаться нецензурной бранью, что я никогда не делаю, и проявлял недовольство, и высказывал грубость в администрации и все такое. И ты ничего не докажешь. О, думаю, дела. Вот и я начала, как говорится, вот так вот писать, бороться. То есть плюс вот эта вот группа у нас получилась. И группа, вы знаете, что у нас же разные дела в группе. У нас же не только там те, кто за убийство сидит. У нас у кого гражданские, у кого административные, у кого убили детей, преступники не наказаны, да. И хотя вот многие знают, кто... Да еще, вы знаете, вот эта вот группа, да, она как бы давала какую-то подпитку. То есть вот что это надо делать, это мы правильно делаем, и что нельзя это, то есть на этом останавливаться. То есть я до сих пор, так, как говорится, и не остановилась, и не собираюсь останавливаться, потому что еще, как бы, вы сами понимаете, сколько у нас несправедливости, а особенно, знаете, что сейчас вот меня очень интересует вопрос содержание осужденных. Вот этого 411 статья вот поднимала вопрос в этом году. Ну, пошел я, опять вызывают меня на прием.
Я спрашиваю, скажите, пожалуйста, вот там, говорю, у меня на стенке в камере висит, что я имею право на вежливое обращение, на все такое, на такие-то права, на защиту моих прав. Где мне, скажите, пожалуйста, ознакомиться, как мои права защищаются? И он говорит, а у вас никаких прав нету, вы здесь никто. Я говорю, все понятно. После такой беседы, если вызвали на беседу, значит, считай, что это за рапортом пришли. И так оно и получалось. Вы знаете, что вот когда он вышел, и он прям сразу, вот когда он сказал, вот это, первый же день, вот это ему нравится, в город, вот не нравится, что такое, это, приехали домой, он как-то, да он какой-то никакой, я не знаю, его еще надо в чувство проводить. И вы знаете, что он человек, который любит работать. А его это уже вот неделю дома сидения, его это очень раздражает. Он так хотел на дачу, потому что, ну, понятно, что на даче там работы сейчас много, да. И вот спрашивал у инспектора, говорит, как бы мне уехать, то заявление, говорит, знаешь, говорит, я бы тебя отпустил, но тебя сейчас никто не отпустит, хотя побудь месяц дома. Первое вражение на воле, мне страшно было выходить. Мне дают 2 года надзора. 66 лет мне исполнилось 20 августа. И мне дают 2 года надзора, чтобы ты не совершил новое преступление. Да я никогда не совершал этих преступлений. Я не уголовник. И мне ни до воровства, ни до какого криминала мне дел совершенно нету. Я не лез и туда и не лезу, и не полезу. Так мне дают, я еле хожу после этой тюрьмы, потому что там же, знаете, какая обстановка. 2 метра камеры этой ширины, до 3 метра длины. Так там еще кровать стоит, стол стоит и туалет стоит. И вот откиньте с этих 2 и 3 метров, так там не получается. Там 2 шага сюда по комнате, 2 шага назад. Вот и все. Братве тоже невыгодно. Она говорит, ты не пиши жалобы, потому что сюда приезжают большие звезды и проверки. А зачем нам это надо? Мы, если какие-то проблемы, то сами решаем. Там братва говорит, мы сами решаем все вопросы с администрацией. Как прибываешь в тюрьму, то сразу идут камеру к братве. Братва, как вертухаи говорят, даст прописку. И не лавр командует, какую камеру посадить, а братва командует. Вот. Ну и, короче, как я не прекратил эти жалобы писать для братвы, то тоже как кость в горле. А администрация тоже мне говорит, прекрати писать, прекрати писать. А я говорю, как я прекращу, когда я отстаиваю свою эту самую правоту? Ведут меня опять на суд. Уже опять мне присуждать эту 3 года тюрьмы, ну до конца уже срока получается. И сразу мне кидает эту папку. Не папку, а скрепком, но там листов 6, наверное, было. Подписывай. Я говорю, так дайте хоть ознакомиться. И тут что-то вот так вот в этой, из листа торчит такой кусочек чего-то. А там, оказывается, было лезвие со станка бритвенного. Как оно туда? И так конец торчит. Вырывают у меня из рук эти документы, а лезвие тоже у меня в руках. Ну все, выводите. Я выхожу на коридор. Вот. Ну а здесь стоит режимный работник Шелюта на коридоре. Вот. Ну, я вышел на коридор, и Шелюта стоит вот сбоку и говорит, ну что ты? Ну что ты не скрываешься? Что ты ждешь? Вот так он мне. Я ему говорю, а какое ваше дело, скрываться мне или не скрываться? Так что ты, самый хороший момент, он так говорит. Как вроде бы он все знает, что лезь у меня здесь. И стоит и зудит. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, что ты не скрываешься, скрывайся. Ну, я так. Туман мне как-то по голове пошел. Я никогда такое не сделал бы или что такое. Ну, так помутнение пошло. Я беру это лезвие, ее доставать неоткуда не надо, вот тут вот. Я беру это лезвие и вот так вот 9 раз вот тут, вот, видите, вот, сделал. Вот. 9 раз царапнул.
И когда они меня закрутили, тут приходит Лазаренко, доволен, смеется, аж улыбка, аж со смеху заходится. Вот, наконец-то, я дождался, что Кучуров скрылся. Ох, какой сегодня у меня удачный, счастливый день. У меня сегодня двойной праздник. Один праздник я говорить не буду, что, а второй вот это праздник, что наконец-то Кучуров скрылся. Никто не лезет в эти дела, потому что задай вопрос, что пишет плохая, так завтра будешь в ШИЗО, найдут причину, ну а люди же тоже не хотят. А я ничего не молчал, я ничего не скрывал. Это обращайтесь в Совет Республики и к нашему президенту. Совет Республики предложил, а президент утвердил. Вот мы, как они утвердили, мы так и кормим вас. Мы себе не воруем. Вот Церников говорит, спрашиваю я его. Александр Владимирович, ну почему такая картошка жидкая? То в камере, пришел в камере при обходе, я говорю, почему? Вот вчера была картошка такая жидкая. Тут комиссия, тут этот регистратор, все записывается, все такое. Почему картошка была такая жидкая? Ну и что такая жидкая? У меня тоже иногда стул бывает очень жидкий, потому и картошка жидкая. А, говорю, ну я сейчас буду ориентироваться. Если картошка жидкая, значит и у вас диарея наступила. Один раз избил Лазаренко, ну как избил, он мне 6 или 5, я уже не помню, ударов нанес. По-моему, 5. Один раз сразу я улетел туда на кушетку. И потом подошел и говорит, что, я уже не помню, какие слова. Ну, короче, угроза, что, мол, ты если не успокойся, то, он сказал, то я тебя освобожу отсюда в деревянном костюме. И так руку держит на плечо, я тебя освобожу в деревянном костюме. Ты понял? Я говорю, понял. И он мне опять стоячий, когда сказал, вот так вот, в груди сюда. Что зло берет? Что ничего невозможно доказать. Все, что было, что получается на этом, об этом беспределе, издевательстве, угрозах, оскорблениях, никому ничего не докажешь. Департамент, прокуратура, МВД дают такие отписки, что все нормально, все хорошо. Что я то старческий маразм, и я выдумал, чтобы им мозги дурить, понимаете? Вот такой мне сказал Лавр. Я понимаю, что сейчас мы ничего не добьемся. Приговор никто менять не собирается, естественно. И тут для этого они его садили, 17 лет держали, чтобы взять и пересмотреть приговор. Естественно, я надеюсь, что когда в стране наконец-таки заработает закон, я думаю, что мы дождемся таких времен, естественно, мы будем подавать и письменные переговоры, и на все остальное. А почему? Почему мы должны как бы сидеть, молчать? Нет, надо это делать. Это вообще все должны делать, если человек уверен, что, как говорится, с ним поступили несправедливо. Я, если в тюрьме не побыл, так я бы и не знал, что там. Я думал, что МВД, прокуратура, сотрудники милиции – это такие самые высшие люди, честные и справедливые. А как столкнулся с этим, так я понял, что там, не буду говорить, самые не ступеньки, то, что там есть, вот там собрано весь такой это самый. Как говорит пословица, кто был в тюрьме, тот в цирке не смеется. Потому что там такой идиотизм, что это человеку, несведущему там не понять этого.